Любимый прием Харона Далакова – удушающий треугольник, вырваться из которого по силам не каждому. Сам он только пришел в грэпплинг из секции дзюдо. Кроме умений бороться, принес с собой и кимоно. Так, на удачу. За короткий срок научился основным приемам и стал чемпионом республики по грэпплингу. Говорит, борьба в смешанных единоборствах – главный ключ к успеху. Я раньше ходил на дзюдо, сейчас хожу в грэпплинге, потому что в грэпплинге больше болевых. Он изучает боевое самбо, дзюдо, джиу-джитсу. Тот, кто борется хорошо в партере, у него больше шансов победить в смешанных единоборствах. Грэпплинг – комплексный спорт, совмещающий в себе лучшие таких базовых видов, как вольная и классическая борьба, дзюдо и джиу-джитсу. Все события здесь разворачиваются на ковре. Грэпплинг, можно сказать, бросил вызов боксу и карате. Грэпплинг наиболее востребован в смешанных единоборствах. Когда поединок переходит из стойки в партер, здесь можно позволить себе провести болевой либо удушающий. Главное заставить соперника сдаться. При этом неважно, в какой позиции находится противник, сверху или на спине. В любом положении можно провести решающий прием, используя при этом возможности человеческого организма. Сейчас здесь занимается более 60 спортсменов, самому маленькому из которых всего 4 года, но желающих еще больше. Для них путь к победе начинается с простых упражнений, а цель одна – поиск чемпиона в самой престижной версии смешанных единоборств UFC. Пока он только на стене, но тренер Рустам Кукурхоев говорит, что это дело времени. Сегодня наша молодежь именно с Кавказа, да, там, с нашей республики, они все одаренные, физически сильные, да. И многие занимались с малых лет дзюдо, там, борьба, да, и это по душе. Свой сайт есть в интернете, выложили свой сайт, там много отзывов пишут, там, да, родители там хотят записать своих детей в школу. Юзбек Евкуров посетил тренировку молодых грэпплеров, пообщался с тренерским штабом, а ребята продемонстрировали свои навыки борьбы. По мнению главы региона, в каждом муниципальном образовании должны быть секции смешанных единоборств, а базовым клубом должен стать НАРТ, который пополнит как взрослый состав, так и молодежный. Для всех них подберут свою отличительную форму. К этому клубу НАРТ и дубль у него есть. И плюс еще один клуб. То ли это будет война, то ли боец, то ли эска, то ли колой. Вот среди этих 4 клубов, там еще какие-то есть клубы, если будут, должен быть конкурс. Кто лучше? Кто претендует на номер 2? То есть клуб элитнивый, решала клуб тоже. Остальные чисто тренировочные базы. Уже в этом месяце наши ребята отправятся на турнир в Нальчик, где постараются пройти отбор на чемпионат СКФО по грэпплингу. Хусен Гагиев, Сулумбек Аздоев, Юсуп Ханиев. Новости 24.